Если знакомиться с тюменскими достопримечательностями по туристическому маршруту ЮНЕСКО, то на левом берегу реки Туры, в историческом центре Тюмени, встретишь купеческий особняк XIX века. В нем расположился городской центр татарской культуры. И, кажется, не случайно. Вокруг пестрая и прозаичная частная застройка так называемой Зарики, а в дореволюционных документах этот район называли Татаро-Бухарская Слобода. Среди торговых лавок бухарцев и кожевенных мастерских татар в конце XIX века купец первой гильдии Филимон Колмогоров, основатель овчинно-меховой фабрики, построил особняк. В 2000 году памятник архитектуры перешел в наследство Центру татарской культуры. По просьбе татарской общественности города с целью сохранения и развития языка, традиций и культуры было создано муниципальное учреждение города Тюмени – Центр татарской культуры. Событие стало большим шагом к качественной работе по сохранению самоидентичности сибирских татар. Возглавила Центр татарской культуры Гульшат Касимова. Первый директор одновременно создавала уют в каменном особняке и творческие коллективы. В это время появились ансамбли Сунем Хисляр, детский ансамбль Умрзая, хореографический ансамбль Акош, квинтет Нур, ансамбль Лошкарей, фольклорный детский коллектив Карлыгач и секции по борьбе Кырыш. По инициативе Гульшат Касимовой организован фольклорный фестиваль «Хороши вечера на Туре». Он, как весенняя традиция, до сих пор проходит на городской набережной. В 2006 году директором Центра татарской культуры назначена Лилия Каримова. Молодая, талантливая, любящая татарскую культуру, она уверенно взяла управление центром. В 2012 году особняк купца Филимона Колмогорова отреставрировали внутри, сделали ремонт, оборудовали помещение для работы. Уютный и гостеприимный Центр татарской культуры открыл свои двери для тюменцев, став очагом национально-культурной жизни. Посещая Тюмень, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов непременно направляется в Центр татарской культуры. В уютном особняке проходят все значимые национально-культурные события, круглые столы, научные конференции с участием российских политиков, ученых и общественных деятелей. В Центре татарской культуры 19 клубных формирований для детей, подростков, молодежи, взрослых и старшего поколения. 33 квалифицированных специалиста работают в разных направлениях: хореография, фольклор, музыкальные инструменты, вокал, театр, декоративно-прикладное творчество и татарский язык. За 20 лет Центр татарской культуры расцвел и наполнился духовными сокровищами, коллективами, мастерскими, секциями. Под крышей исторического особняка собрались лучшие мастера и специалисты по татарской культуре. Ансамбли «Умай», «Амаль» под руководством человека-оркестра Абузара Минибаева сохраняют фольклор и наследие сибирских татар. А владеть игрой на домбре, кубызе, а может на сибирско-татарском ятагане? Ансамбль «Сунмес Хисляр» – ровесник Центра татарской культуры. Ахтям Назыров руководит коллективом, состав которого почти не меняется на протяжении многих лет. Хореографическая студия «Акош» демонстрирует плавность, изящность, игривость татарского танца. Их номера украшают концерты и тематические мероприятия. За 20 лет студия сменила несколько составов, и каждый год приходят новые желающие танцевать народные танцы. Детский фольклор в Центре татарской культуры представляет ансамбль «Вак-Белиш» под руководством Ислама Сафина. Шумные, яркие, задорные, юные участники ансамбля завораживающе бьют сибирско-татарскую дробь и поют татарские песни. Их этнографические постановки не отпускают внимания зрителя ни на минуту.
Единство звуков и народного настроения не в песнях, а в красках. Студия Урало-Сибирской росписи объединяет декоративно-прикладное творчество и народные орнаменты. Розы и тюльпаны здесь расцветают как живые. Несколько раз в неделю в Центре татарской культуры проходят занятия по родному языку. Их охотно посещают и взрослые, и дети. Для городских жителей Тюмени услуга уникальная. А те, кто говорит на родном языке, принимают участие в постановках молодежного театра «Харакет». Музейная экспозиция, посвященная сибирским татарам, обязательная для посещения гостей центра. Реконструкция сибирско-татарской избы и быта, национальная одежда коротко, но емко рассказывают о том, как жили жители города Чимги-Тура. Сколько городских, всероссийских и международных проектов реализованы при участии Центра татарской культуры. День сибирско-татарского языка и литературные встречи. Городской праздник Сабантуй давно стал символом дружбы народов. Народное гуляние проходит с размахом, собирая до 10 тысяч гостей. Тюмени, Ямала, Югры и Татарстана. Тюменский Сабантуй закрывает сезон праздника плуга по всему миру. Значимым проектом для Центра татарской культуры и татарской молодежи Тюменской области стал конкурс «Звезда Сибири и Джигит». На протяжении 11 лет Конгресс татар Тюменской области, благотворительный фонд «Баракат Блага» объединяет татарскую молодежь региона в любви к своим корням. Все это благодаря преемственности, традициям и профессионализму коллектива Центра татарской культуры. В 2000 году Лилию Каримову на должности директора центра сменил Мансур Кабиров. Продолжая 20-летний опыт, Центр татарской культуры остается очагом национальной, культурной и общественной жизни.